Внимательно изучив обращение, мы поспешили уточнить целый ряд вопросов у нашего собеседника, пытаясь понять, к чему весь этот маскарад с запечатанными номерными конвертами и росписями в приеме, которые не могли не вызвать улыбки у корреспондента. Не смейся, ситуация в стране более чем серьезна, велика вероятность, что через 2 недели действующее руководство страны фальсифицирует итоги голосования, будет создано новое коалиционное правительство, объединившее сторонников Санду и Плохотнюка, а лидеров социалистов, если они предпримут хоть какие-то агрессивные телодвижения, арестуют специально обученные люди. И, кстати, что у вас за организация, когда и кем она была создана, почему о ней никто не знает, начни от Адама, если не трудно, а то у большинства людей ничего, кроме иронии, не вызывает ваше обращение. Наш корреспондент пытался придать этой беседе характер интервью. Да, наверное, многое стоит пояснить. Итак, еще в начале этого года во время очередной неформальной встречи с ветеранами нашей бригады большинство собравшихся согласились с эмоциональным выступлением одного из бывших, еще советских офицеров, который сказал, что все мы, государственные преступники, раз допустили такую ситуацию в стране, и не будет нам прощения, если люди, которые по Конституции обязаны с оружием в руках защищать народ, не смогут ничего противопоставить группе лиц, захвативших власть. Именно тогда и зародилась наша организация. Уже через неделю мы обозначили основные красные линии, которые не позволим перейти правительству, и договорились, что для красоты назовемся «Союз спасения Молдовы». Да, сегодня нас уже больше 200 человек, это только актив организации, те, кто имеет доступ к арсеналам или имеет право на ношение оружия, работая в частных охранных организациях. А до этого момента знали о нас только избранные. Ты представь себе, за сколько секунд контрразведчики из СИБ могли бы все зарубить на корню. А на сегодняшний момент некоторые из них, контрразведчиков, сами являются нашими полноправными членами и обещали пустить следствие по ложному следу, начал вносить хоть какую-то ясность член этого тайного общества. Что ж, вернемся к тексту письма. Тут есть несколько непонятных моментов: масштабная фальсификация и вторжение иностранных войск. Что вы здесь имели в виду? Про масштабную фальсификацию долго думали, какую здесь использовать формулировку. К несчастью, это нормальное явление, что некоторых госслужащих и бюджетников их руководители заставляют голосовать за правящую партию. Однако очень часто это делается не системно, а по инициативе чрезмерно ответственного руководителя. Наша же задача не допустить массового вброса голосов за Демпартию и принуждения к участию людей на государственном уровне.
Нет. Мы не на сторону Додона переходим, мы за народ выступаем. Хотя люди из президентуры есть в нашей организации, с улыбкой заявил собеседник. На 99,9% уже через час после публикации статьи у вас начнут искать русский след. Более того, я уже слышал, что президент встречался в Москве со скандально известным Евгением Пригожиным, а это означает, что и у вас попробует кровавую руку Москвы и людей из ЧВК «Вагнер», решил добавить провокационные нотки корреспондент нашего издания. Бред. Знаешь, в России популярна присказка «куришь, пьешь и не женат, это Путин виноват, в школе двойку получил. Это Путин подсучил» и так далее. Ну какой тут русский след? А тут и пояснять нечего. На сегодняшний день, ПМР временно независимое государство, это раз, никакого объединения в этом году не будет, это два, и наша главная цель, не допустить войны в регионе, это три. Вот собственно и все, что можно сказать по этому вопросу, резюмировал беседу наш собеседник и поспешил на смотр своего личного состава. ПС. Уже через пару часов наш собеседник сообщил, наверное, самое главное, аналогичные письма были направлены президенту, председателям парламента и правительства, а также министру обороны.